Преодолеть 4 километра в холодной воде, борясь с течением и усталостью. Именно такую задачу поставили себе 5 смельчаков, решивших отметить день реки Лена, переплыв ее в районе Кангаласского мыса. Тут соревнований нет. Кто сколько сможет, да, будет плавать. Кто первый, кто последний. Ну, есть возможности, которые не смогут, мы их будем снимать. От 5 до 6 километров вероятность донесет. Потому что та сторона течение очень сильное. С этой стороны более-менее где-то от 5, в середине до 7, а там дальше до 10 километров в час будет. Пересечь вплавь Великую Северную реку – весьма нелегкое дело, даже несмотря на тренировки и опыт. Перед стартом спортсмены обтираются согревающей мазью, а также проходят обряд алгыс, чтобы духи реки были благосклонны к ним. Не каждый день мы переплываем реку Лена. Будет, конечно, сложности, тем более, что видно, вот есть небольшие барашки. Вот. Течение здесь где-то 5-6 метров. Вот. Поэтому постараемся. Пока трудно загадывать, но постараемся. Приблизительно, я так рассчитываю, 30-40 минут. Расстояние, как нам сказали по карте, где-то около 3 километров. Мы к этому готовились, поэтому я думаю, что мы преодолеем. Также они получают инструктаж от спасателей, которые будут сопровождать их по всей дистанции. Температура воды 15 градусов по Цельсию. Кроме того, сразу у старта участники заплыва встречаются с сильным течением фарватера. И если мужчины справляются с ним, то женщины уносят вниз, и они вынуждены обратиться к спасателям. Оставшиеся мужественно плывут дальше. Впереди Григорий Прокопчук, двукратный чемпион мира и неоднократный призер международных соревнований по марафонскому плаванию. Он уверенно держит курс к Кангаласскому мысу и ожидаемо первым доплывает до берега. Финиш состоялся спустя 34 минуты после начала заплыва. Поздравляем с заплывом! Спасибо. Прекрасно! Спасибо. Ощущение бодрое, хорошее, как я ожидал. Как мы планировали с Семеном Петровичем, так мы и преодолели. В середине русла были барашки, которые немного закидывали дыхание. Вот. И поэтому было немного так, надо было привыкать и бороться именно, чтобы не перекидывала голову вода. Вторым становится завкафедрой Технологического института Северо-Восточного федерального университета Владимир Михайлов. Бронза у молодого геофизика Ивана Куприянова. Он мастер спорта России по боксу и издавна увлекается плаванием. В прошлом году также принимал участие на марафонском заплыве через Лену. Однако в этот раз, по его словам, пришлось гораздо труднее. В этом году даже посложнее получилась, вода попрохладнее. Я вот сейчас все боялся, что чуть-чуть бы и уже на ту сторону принесло. Тут течение очень сильное. Смотрю, уже тут этот период оказался уже какой-то такой коротким. И вот у меня появилось беспокойство, что да, может унести немного дальше. Не было чувства, что сил не хватит, беспокойство. Знаешь, как-то не до этого. В конце мероприятия на берегу, где финишировали спортсмены, состоялась церемония награждения участников. Они поблагодарили организаторов и саму Великую реку, что дает жизнь большей частью Якутии. Аял Яковлев, Туяра Харитонова, ЕСИА.